многих казанцев прошедшая неделя была наполнена особым свободным ритмом и импровизацией. В столичной филармонии прошел первый международный фестиваль «Джазовая Казань». Именно это событие и стало поводом для нашей сегодняшней встречи. В эфире программа «В мире культуры». Здравствуйте. Конечно, мы поговорим не только об этом форуме, вспомним и славное прошлое. Ведь именно в Казани в 40-е годы был сыгран первый в России джем-сейшн. Обсудим и нынешнее состояние этого вида искусства. Сегодня в студии наши гости, которые имеют непосредственное отношение к джазу. Здравствуйте. Здравствуйте. Присоединяйтесь к разговору и вы, уважаемые зрители. Телефон прямого эфира 570-50-75. Звоните, делитесь своими впечатлениями, возможно, и от прошедшего на неделе фестиваля «Джазовая Казань». Вот нужно отметить, что начало было положено замечательное. Вот фестиваль состоялся впервые, и вот все ли получилось, что запланировали? Марат Иванович. Да, все получилось на редкость для первого раза. Несмотря на то, что подготовка продлилась в кратчайшие сроки, в летний период в том числе. 3 месяца. Потому что буквально весной было подписано такие распоряжения о проведении данного фестиваля. Велась усиленная переписка. Мы переписывались со звездами джаза в Соединенных Штатах Америки, которые тоже гастролируют, согласовывали репертуар. Мы получили колоссальное удовольствие от сотрудничества с великими мэтрами джазового искусства. Из Москвы оркестр имени Олега Лунстрома приезжал открывать фестиваль, где было сделано такое интересное шоу из 2 оркестров на одной сцене, играющих одновременно, в том числе и попеременно, и одновременно. Музыканты получили колоссальное удовольствие, это живое общение именно на сцене. Закрывали мы с ансамблем New York Voices. Вот. И этот фестиваль, я считаю, очень необходимым нашему городу, потому что, как уже сказано было, на традиции джаза с конца 40-х годов в этом городе очень хорошо живут. И, как показала практика, они являются непотопляемыми, несмотря на кризисы и прочие смены общественно-политических формаций. Большое спасибо, конечно же, правительству, в первую очередь президенту Рустаму Нургалеевичу Минниханову, также министру культуры Айрату Минимуловичу Сибгатуллину за активное участие в проведении, в лоббировании интересов данного фестиваля. И я считаю, что фестиваль прошел замечательно для первого раза. Ну, здорово, что у вас все так получилось, все быстро. И вот вечер открытия действительно очень был необычный эксперимент. Вот, Анатолий Александрович, ведь оркестр Лунстрема, вы могли слышать его в разные годы. Это ведь 80 лет ему исполнилось в октябре. Вот как менялся стиль игры этого коллектива? Я должен сказать, что впервые я услышал, что существует такой оркестр в 1957 году. Я учился в Архангельском музыкальном училище и купил небольшую такую пластиночку. Там было 6 пьес. И самое главное, что там было название «Татарский эстрадный оркестр» под руководством Олега Лунстрема. Я тогда не знал ничего подробностей, как они приехали, что. Но тогда там вот эта пластиночка была, где были знаменитые, вот эти, которые звучат до сих пор, эти пьесы. «Белая береза» Исмаила Шамсуддинова, «Мечты» Моносыпова, знаменитая «Самба» Ключарева. А «Сюмбике» была? Нет, там она была позже записана, да. И танго Сары Садыковой, ну, там еще была пьеса «По зеленой улице» Назиба Жиганова и марш «Фокстрот» самого Олега. Вот тогда я впервые узнал, что есть такой оркестр, татарский, эстрадный. И получилось так, что в 1958 году этот оркестр был на гастролях в Архангельске, то есть в том еще в шанхайском составе. И мне, моему младшему брату Владимиру, посчастливилось посмотреть тот состав шанхайский. Мы еще тогда не знали, что они... Мы так и решили, что это от Казани, вот они так и ездят. И там был молодой человек с краю, стоял такой, на баритоне, на 2-м играл. Я долго я тоже не знал, это кто. Оказалось, что это первый человек, которого они приняли в свой оркестр, это был Георгий Горонян, с которым они вдвоем на баритонах играли с Виктором Эдуардовичем Дерингом. И впоследствии уже Горонян там закрепился, потом подошли другие музыканты московские, Алексей Зубов, Константин Бахолдин, пианист Николай Капустин, ну и так далее. Вот. И постепенно Олег Леонидович стал туда как бы приглашать уже более молодых московских советских музыкантов того периода.
Вот. А потом уже, когда я приехал в Казань, я, собственно, в Казань не приехал только из Алмстрема, у меня была рекомендация в Ленинградскую консерваторию, но я поехал в Казань, потому что я был уверен, что казанский этот оркестр, он так в Казани и существует. Но оказалось, что они еще жили все в Казани. А вот за это время вот как стиль игры их менялся? То есть наверняка вот тогда они играли по-другому, чем сейчас, чем, например, или нет? Или вот как Вы тогда знаете играли, что, так? я скажу так, в то время, когда вот я первый раз услышал, это было, мы еще тогда не очень хорошо, ну что ли, ориентировались в тех, поэтому нам показалось, что это было фантастически здорово. И оркестр действительно был очень хороший, потому что там были высочайшего уровня музыканты по тому времени. Я именно подчеркиваю, потому они получили ту шанхайскую закалку. Ну, в Харбине они начали в 1934 году совсем молодыми мальчишками, а потом, когда они вынуждены были уехать в Шанхай из-за того, что японцы заняли Маньчжурию, и потом они там уже фактически отшлифовались и стали уже очень заметным оркестром там. Но то, что потом произошло здесь у нас в стране, ведь когда они приехали сюда, в Казань, у них все складывалось не очень хорошо. Но об этом мы еще поговорим, Да, конечно, ну, хорошо. обязательно. А вот когда вы их услышали вот сейчас на этой неделе? Ну, время прошло. Я ведь слушал очень долго на протяжении многих лет оркестр, когда еще сам Олег Леонидович приезжал постоянно сюда, я с ним познакомился, он меня снабжал репертуаром, и менялись музыканты. Потом мы же знаем, что сам Олег Леонидович очень много писал и своей музыки, и аранжировок, а потом очень долго определял стиль и вообще оркестра Виталий Долгов, который был в течение, наверное, лет 20 у него аранжировщиком, и он фактически определял основной стиль. И они были по тому времени очень современные. Очень современные. То есть музыка, соответственно, времени менялась. Они стали играть более на современные уровни, более современные ритмы, более современный язык музыкальный. Поэтому менялся в соответствии с развитием этого жанра. А вот каким оркестр встретил свое 80-летие, смотрим прямо сейчас. Фрагмент первого концерта первого фестиваля «Джазовая Казань». Вот так замечательно открылся новый фестиваль «Джазовая Казань». Всего за 3 дня казанцы могли получить удовольствие, слушая разные стили джаза. От классических стандартов и свинга до произведений современных композиторов. И вот хочется немножко проникнуть в закулисье. Все коллективы, выступившие, довольно именитые. А вот с кем необычнее работалось, Эдуард? Ну, конечно, с приглашенными гостями из Нью-Йорка, Нью-Йорк Voices, знаменитая команда, потрясающие исполнители. Они уже более 25 лет как бы на сцене. Вот. В общем, очень
ну, как бы, очень добродушны в общении, так сказать, все объясняют, все показывают. С таким, в общем, напором, драйвом, свингом это все было сделано. То бишь, как бы, в каких-то местах они даже сами брали, так сказать, на себя там какую-то инициативу, в общем. Ну, естественно, так сказать, всегда приятно работать вот с такими, как бы, сильными музыкантами. Возможно, кто-то из наших зрителей тоже захочет поделиться впечатлениями. Напомню, телефон прямого эфира 570-50-75. А вот кто-нибудь из гостей студии был ли на этом фестивале в качестве слушателя? Может, расскажете? Олег, Ну, вы были? Да, я был. Мне, конечно, понравились музыканты и пианист Петреску. И, конечно же, New York Voices, потому что коллектив это на самом деле очень знаменитый. Мне вот посчастливилось услышать еще один такой же коллектив, еще более знаменитый, это Take Six. Я был в Сочи на фестивале. Вот, и то, что я увидел, это, конечно, поражает вообще все воображение. И я знаю, что они должны приехать. Да, на Филармониаду. Фестиваль. Уже скоро, в в декабре, рамках да. Вот, поэтому очень хорошо, что приезжают артисты такого уровня, вот, потому что на самом деле фестиваль, он должен показывать все самое лучшее, что есть и у нас, в России, и в мире. Ну, конечно же, у нас в Казани тоже, потому что Казань город с большими джазовыми традициями, и, в принципе, хорошо, что сейчас жизнь, она насыщена такими событиями, и я думаю, что это как бы направление, оно будет поддерживаться и как среди музыкантов, так и среди администрации, так и среди всех. И будет только на пользу всем слушателям. А вот если уже вот сейчас первый фестиваль такой уровень, то дальше как планируете развиваться? Планируем развиваться. На следующий день после закрытия фестиваля у нас было совещание рабочей группы с участием нашего, скажем так, крестного отца, гуру в области музыковедения джазового. Это Каушанский Владимир Яковлевич, который блестяще открыл фестиваль, который является, наверное, ведущим 99% фестивалей на территории Российской Федерации, так или иначе, крупных. Он все время это делает, у него очень богатый опыт. То есть мы планируем оргкомитетом работать в течение года для того, чтобы делать фестиваль еще более привлекательным, еще более именитым. И уже будем продумывать не в течение 3-4 месяцев, уже будем продумывать в течение года. И будем действовать в строгом взаимодействии с москвичами, конечно же, с антрепренерами из-за границы. Будем привозить лучшую музыку. Но самое ценное – это то, что данный фестиваль существует на базе государственного оркестра. То есть это не просто привести коллективы и благополучно их увести. Это все-таки работа на коллектив. Коллектив в этом случае очень сильно растет. Вот мне не даст соврать Анатолий Александрович, в работе над партитурами New York Voices, где каждый вокалист не просто вокалист, как в нашем понимании, с микрофоном вышел и спел. Они, во-первых, все инструменталисты, преподаватели самых высших учебных заведений в эстрадно-джазовой специализации. Вот, они действительно очень грамотные, и, как сказал Эдуард, очень многое, буквально за одну репетицию, за день до концерта, мы получили от них именно правильное ощущение. Джаз-фил – это то, чему не учат в консерваториях, на самом деле, к сожалению, и в музыкальных училищах. Почему-то у нас натыкается академическое образование, так сказать, очень крепко держит. Вот мы с Анатолием Александровичем в конце 90-х, он работал на эстрадно-джазовой кафедре в музыкальном училище, колледж имени Аухадеева. Там благополучно эту кафедру прикрыли, если помните. Да, сейчас вот мы преподаем. Директор Резида Газизовна Сабитовская закрыла просто сочла, что это не своей нужно силой делать. Вот, но появилось из соображений, видимо, что джаз – это что-то нечистоплотное, что-то третьесортное. Вот, к сожалению, это проникло из советской, такой ранней советской идеологии, что народное – да, симфоническое – да, оперное – да, а вот джаз – это что-то, знаете, такое вот. Мы очень рады, что сейчас этому уделяется все больше внимания. Открылась эстрадно-джазовая кафедра в Институте культуры и искусств города Казани. Кадры сейчас потихонечку идут. Ребята начинают приходить учиться, слава богу. Процесс идет. И вот на этой радостной ноте вынуждена вас прервать, потому что реклама.
Это программа «В мире культуры». Сегодня мы существуем в ритмах джаза. Напомню, телефон прямого эфира 570-50-75. Звоните, задавайте вопросы и обязательно высказывайтесь. И вот для джаз, понятно, что джаз – это не эстрада, и, конечно, слушателей у него меньше. Но вот что-то делается, чтобы привлекать больше публики? Конечно, на всех уровнях сейчас, ведь в музыкальных школах не секрет, что есть уже классы эстрадные, а у нас есть в Казани специальная школа, которая носит имя Олега Леонидовича Мустрома, музыкальная школа номер 16. Там эта школа целиком посвящена эстрадно-джазовому образованию. Поэтому как бы мы готовим и будущих музыкантов для джаза, и в то же время, ведь не все же будут дети, которые там учатся, они будут музыкантами. Это будут слушатели, те слушатели, будущие зрители, которые будут ходить на эти концерты, на джазовые. К тому же, с этого года в филармонии у нас начался детский абонемент, и мы уже провели один концерт, первый концерт, который состоялся 27 сентября. Тема была «Знакомство с инструментами джаз-оркестра». Были много детей, ну, фактически полный зал. У нас сейчас художественный руководитель нашего оркестра Лидия Алексеевна Ахметова, она, собственно, когда стала у руля нашего оркестра, художественный руководитель, она обеспечила, собственно, своим вот таким активным участием, активным таким своим энтузиазмом, она наполнена наш зал, нашей филармонии. На наши концерты стали очень много ходить публики. Ведь не секрет, что раньше было не всегда полные залы были. Вот. А сейчас стали... А дети просто раскупили все наши абонементы. Вот следующий у нас концерт будет уже в ноябре. Это будет уже целиком история джаза, начиная от самого раннего до сегодняшнего дня и так далее. Ну, так здорово, что воспитываете уже с детства. Мало того, у нас же еще в Университете культуры и искусств есть эстрадно-джазовое отделение, где вот мы все вот как раз работаем. Лилия Юрьевна Чугунова работает, Марат Иванович работает. Мы там тоже по мере сил стараемся студентов готовить. Это тоже наши будущие музыканты. А вот есть конкурс, есть ли желающие туда поступить? Лилия, вот к вам. Желающие есть, но не все, как говорится, идут по джазу. Поскольку у меня отделение эстрадно-джазовое, то мы отбираем таких же эстрадников и джазовых отделений там. Ну вот у меня сейчас учатся студенты, которые с эстрады уже хотят петь джаз. Они уже просят меня научить. Но я им объясняю, что научить этому нельзя. Это нужно слушать побольше музыки, именно джазовой. Слушать, больше ничего. В принципе, можно еще, наверное, добавить. Дело в том, что джаз вообще, наверное, была мода на джаз только в 30-е и 40-е годы, когда он был, ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах массовым таким искусством. У нас, наверное, такого уровня любителей и такого количества публики не было никогда. Это всегда какой-то, ну, небольшой процент от населения, но у джаза есть направления, которые вполне могут звучать, скажем, на каких-то уличных концертах, не только в концертных залах. Вот то, что делает Валерий Коротков на фестивале «Кремлин Лайв», где, в принципе, это нельзя назвать, что это джазовый фестиваль в чистом виде, да? Но это как раз вот тот микс, который доступен более широкому кругу слушателей. И вот на таких вот вещах воспитывается как раз слушатель, который затем придет на джазовый концерт и будет развиваться дальше. То есть джаз – это такое ступенчатое развитие, и можно всю жизнь этим заниматься и расти. Вот, собственно, мы все, наверное, так и делаем, да? Конечно. Потому что и джаз не стоит на месте, он постоянно развивается. И мы тоже, как слушатели этого вида искусства. А вот еще от слушателей можно очень часто услышать, что они не понимают джаз. А вот нужно ли вообще его понимать? Проблема знать, чтобы... понимания музыки – это несколько надуманная вещь. Существует в академической музыке люди, которые приходят на концерты с партитурой, следят за этим. Джаз совершенно по другим законам развивается, и поэтому джаз надо чувствовать, его надо впитывать, и не надо стремиться, ну, вот как говорят, понимать джаз, не надо. Его надо просто слушать, и рано или поздно вы начнете
его чувствовать, и потом придет любовь к нему. Интересно, а чувствует ли джаз тот, кто сейчас дозвонился нам в студию? Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Земфира. Я смотрю вашу программу, мне все очень нравится. И я была зрителем всех 3 дней фестиваля «Джазовая Казань». Конечно, на самом деле фестиваль изумил. И мне пришлось пообщаться с американской группой New York Voices. И они очень теплые слова сказали про оркестр, филармонический джаз-оркестр. И они сказали, что они бы много-много раз еще могли бы с ними выступить. В принципе, это у меня был комплимент. Я хочу сказать, что все молодцы, кто это дело организовал. Спасибо. Спасибо. Да, приятно. Спасибо большое за ваш звонок. И вот джаз, я была тоже на концертах, и залы были полные, да, как вот вы тоже сказали, Анатолий Александрович. И хочется напомнить, что джаз вообще вещь полезная, не только улучшает настроение, но и помогает работе мозга, потому что мало для него предсказуем. А почему еще выбирают джаз? Мы спросили это у казанцев. Это очень энергичная музыка, очень позитивная. И через джаз можно, ну, как в принципе, через любую музыку, через него можно передать большое количество эмоций. Джаз мне нравится с детства. Он мне поднимает настроение, вдохновляет. И такие мысли приходят благородные. Своими звуками, аккордами, такой экспрессией такой вот. Ну, в основном нравится традиционный джаз. Я очень часто посещаю свой джаз, наш, казанский. И, конечно, мне интересно послушать, как звучит оркестр Лунстрема после его смерти. Потому что раньше они приезжали в Казань, часто довольно-таки. Я концерт их не пропускал. Это музыка, которая заряжает энергию и дает определенный вкус жизни для меня. Это свобода выражения, это импровизация, и каждый музыкант может себя продемонстрировать в полной мере своих фантазий, возможностей и умений. Но это жизнь моя. Это ритм, пульс, вот этот внутренний свинг. И все. Нравится свободой, непосредственностью и некой непредсказуемостью. Потому что ты никогда не знаешь, во что в итоге выльется мелодия, композиция и к чему это все приведет. Именно этим меня джаз привлекает. Вот такие разные мнения зрителей, все положительные. Напомню, также телефон прямого эфира 570-50-75. Обязательно дозванивайтесь, не только делитесь своими ощущениями, мыслями, но и задавайте вопросы гостям студии. Вот как и на прошедшем недавно фестивале «Джазовая Казань», также залы заполнялись и во времена, когда оркестром руководил сам Олег Лунстрем. Вот наверняка каждый из собравшихся сегодня в студии бывал на этих концертах. Вот кто может поделиться впечатлениями, ощущениями? Эдуард. Ну, всегда приезд оркестра Лунстрема в Казань, это всегда было событие. Все ждали. И Олег Леонидович со своим коллективом, ну, раз в год он постоянно бывал здесь в Казани, а то бывало и больше. Но действительно было событие, и как бы все... Ну, по крайней мере, музыканты, все джазовые музыканты, и даже не только джазовые, все в основном старались попасть на эти концерты. И чем это было интересно, потому что в тот момент, это вот как бы в советское еще время, я начал где-то там с конца 70-х, начала 80-х годов, тогда не было, вот как сейчас там, как бы, ну, информации такой, как сейчас там интернета, видео, там кассеты и все прочее. И поэтому действительно вот звучание оркестра Олега Лунстрема, вот оно было, Антон Александрович правильно сказал, как бы вот их концерты строились вот именно как бы от традиции до вот уже такого современного звучания. И как бы за один концерт, вот за эти там 2 часа можно было действительно услышать как бы разную музыку оркестровую, там, и такого-то, ну, традиционного джаза, более современного джаза такого, как бы, и поэтому в тот момент, наверное, оркестр Олега Лунстрема, он действительно был такой пропагандист джаза, оркестровой музыки, вот, наверное, в России один из лучших, если можно сказать, не единственный. Я могу добавить, вспомнить вместе с Анатолием Александровичем, когда в середине 60-х Стэмовский оркестр был, в один из приездов в Казани,
в 5-м здании КАИ на площади Свободы мы организовали джем-сейшн с Лунстремовским оркестром, помнишь? Ну, конечно. Вот, пришел весь оркестр, за исключением, как я помню, Гороняна. Да, Горонян не пришел. Да, но это был, конечно... Зато Игорь Леонидович Лунстрем пришел. Да, был, и Игорь был, да, и все Зубов был. Вообще было потрясающее впечатление. Они играли вместе самодеятельными, потом же джем был, играли вместе с ним. Со Стремовским оркестром. То есть это воспоминание было очень яркое, и они действительно относились вот к музыкантам самодеятельного, в общем-то, уровня, хотя они нас Я добавлю, ценили, да? что вот в то время, в 60-е годы, даже если немножко 70-е застало, когда коллективы какие-то приезжали, не обязательно любые коллективы эстрадные, там джазовые коллективы в Казань приезжали на концерты, после концерта всегда был джем-сейшн. Это было просто обязательно. То есть музыканты, которые приходили на концерт, они знали, что после концерта в любой точке, даже в оперном театре разрешали там часок-два поиграть. Во дворце Ленина, я помню, Анатолий Кролл тогда приехал с каким-то эстрадным коллективом. Он прослушал всех наших музыкантов, записал всех адреса, данные, а потом, когда в Туле создал свой первый оркестр, он вызвал у нас 4 музыкантов. И вы, потом кто-то из них уехал в Тулу Кто-то, работать? почти все поехали. Алик Шабашов, тромбонист, за ним поехал Слава Карасев, потом Юрий Ветхов. Равиль Садыков, по-моему. Нет, это потом, это позже был, это позже. Это был 62-й год. Да, поэтому Равиль Садыков и Леонид Янков, это позже они приехали уже в современный. А какой шикарный был джем с Днепро, помнишь? Днепро был в 5-м здании. Украинский оркестр, он нас просто поразил. Это потрясающе вот было. В то время было, вот, я говорю, оркестр Кролла приехал, оркестр Днепро Игоря Петренко приехал. Весь состав идет днем, просто идут с нотами, сели, и полностью программу играют час, там, полтора. Потом подарили ноты, мы же после этого играли их. А Кролловский, он просто нам дал ноты, пока он говорит, я вот здесь нахожусь в Казани, у них несколько концертов, раньше он много уже работает. И мы там, человек 6 мы переписывали, долго играли, у меня до сих пор ноты эти сохранились. Их можно добавить еще? Я в то время в оркестре Деринга играл, и мы всем оркестром, закончив какой-то сеанс, шли на концерт к Лунстрему. Это за счет того, что Лунстрем и Деринг в очень хороших отношениях были в те времена. И вот то, что вы говорите, что там адреса записывали, Лунстрем имел еще цель такую, что он со всеми встречался, себе подбирал музыкантов. И он приглашал, и от оркестра Деринга, от других оркестров, он приглашал музыкантов к себе после этих встреч. Спасибо вам большое за ваши воспоминания. Вот буквально перенеслась в ту эпоху, и чтобы и для наших зрителей ощущения стали более наглядными, более чувственными, предлагаю прямо сейчас посмотреть музыкальный фрагмент из архива. Многие собравшихся в студии выросли на музыке этого коллектива. А есть ли место джазу в жизни наших телезрителей? У нас есть звонок. Здравствуйте. Можно говорить? Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я любитель джаза. Все время вашу передачу смотрю. Хотя бы мне уже 70 лет. Люблю джаз. Ой, прям сейчас будет запросал. Еще, знаете, что я хотела сказать? Люблю очень Лундстрема, Абба, потом Битлз и Серенада Солнечной долины. Там очень хорошая музыка. Вот я играю, у меня пианино дома стоит. Я да-та-та-та. Спасибо, все. Спасибо вам большое за ваш звонок и за ваше настроение. Это иллюстрация, как джаз сохраняет жизнерадостность, да? И молодость у человека. Наверное, Роллинг Стоунс тоже слушает. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорили о бурной джазовой жизни в Казани в советское время, а вот как сейчас, какими словами лучше описать современное состояние джаза в Казани? Ну, я хочу сказать по вокалистам. Вот у меня в школе я преподаю. Стали тянуться к джазу. Стали хотеть. Правда, они ничего для этого не делают. Я опять говорю, для того, чтобы петь, научиться джаз, как я сама пришла в оркестр. Я же ничего не пела. Я даже не знала, кто такая Элла Фицджеральд, к своему собственному стыду. Вот. А Виктор Эдуардович меня заставил слушать ее. И давал мне поочередно кассеты. И когда я вторую кассету ему принесла и сказала, что нет, окончательно, я ничего не понимаю в джазе, я петь не буду, он сказал: Настя Лиличка, вам третью кассету, вы послушайте ее, и тогда уж скажете мне ответ. Помогла? Я пришла домой, а оказывается, это была первая кассета, которую он мне дал. И я думаю... Она же вторая. Да. Думаю, что-то знакомое уже звучит-то. Я же думаю, что это третья кассета, это не первая. И вот таким образом что-то стало вылилось. А вы имели в виду Деринга сейчас? Да. А ведь в его коллективе очень много лет вы проработали. И вот очень прославленный коллектив. А какие-то традиции наверняка у него есть? Да, я проработала 25 лет у него. И нисколько не жалею, потому что я закончила институт культуры по классу режиссуры вообще. И петь я не собиралась. Мне как-то казалось, что петь это так, все равно, что дышать. Думаю, неинтересно. И закончила по классу режиссуры. А попала к Дерингу. И вот тогда уже перевернулась вся моя жизнь. И вот стала певицей. Я, можно, добавлю про традиции, которые сохранил Виктор Деринг. Он без малого 40 лет руководил этим коллективом, включая, еще раз повторюсь, смутные времена, очень тяжелые для джаза, например, 90-е начало. Он смог сохранить вот эту плеяду музыкантов, которые, несмотря ни на что, не до финансирования было, конечно же, много было проблем и с концертами, и со всем, но, тем не менее, коллектив был сохранен. И я хотел бы отметить, что Виктор Эдуардович, так же, как и Олег Леонидович Лундстрем, это носители той культуры, которую они вывезли еще из дореволюционной России. Это действительно аристократы, и не просто в музыке, они в жизни аристократы. Виктор Эдуардович, несмотря на преклонный возраст, всегда, когда появлялась дама, не дадут мне соврать, всегда вставал, даже когда ему тяжело было это делать. И он у меня еще девочкой всегда называл на «вы». Я так удивлялась, думаю, 17 лет, мне чего там какая-то... Нет, он на «вы», и до конца своей жизни называл меня на «вы». Да, это человек, для которого в первую очередь коллектив состоял из людей, а уже потом из подчиненных или музыкантов. Он всегда личным примером воспитывал всех музыкантов. Он показывал, как в музыке, культуру звукоизвлечения на саксофоне, например. Также и в поведении он всегда, вокруг него всегда собирались. Они отпуск проводили вместе за городом. Это был коллектив, который жил своими традициями, безусловно. В Марийском лесу они... Мы ездили с оркестром к нему на дачу. Шикарные места. А как, это было место репетиции? Вот, Олег, вы тоже работали довольно долго. Бывали в таких... Нет, не на репетицию мы ездили так. На репетиции ездили. За грибами ходили там. Ну, в общем, мы по-разному проводили время. Отдыхали. Но при этом, это была жизнь коллектива. Она, в принципе, не отрывалась. И были концерты, репетиции. И после этого тоже мы жили вместе. На самом деле, жизнь была очень активная. Я вот по поводу концертной жизни. Хорошо, что сейчас появляются фестивали. Причем совершенно разные по своему наполнению.
И поскольку как бы больше нет возможности слушать джаз, у нас нет ни радио, ни телевидения, то есть неоткуда. Поэтому я считаю, что концертов может быть и больше. Вот на следующей неделе как раз вот тоже мы открываем проект, запускаем. Но, Да. к сожалению, уже об этом проекте немножко потомим зрителей после рекламы. Это программа «В мире культуры». Сегодня у нас в студии жонглеры, правда, которые играют не шариками, работают не шариками, а с гармониями. Так говорил известный английский музыкант Бенни Грин. И телефон прямого эфира 570-50-75. И прямо сейчас у нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Рим Афандеев. Я вернулся в родной Татарстан где-то, наверное, в начале 2000-х. И регулярно ходил на концерты в ДК Минжинского, на джаз-оркестр Виктора Деринга. И, честно признаться, тогда еще был поражен. Такой высококлассный оркестр с такими музыкантами, супер, можно сказать, класса, занимает очень маленький зал, скромный ДК, так сказать, даже не профессиональный. Билеты очень дешевые, несравнительно, вообще несравненно дешевые. И немного и зрителей было, немного. Понимаете, я тогда обратил внимание, что никто не рекламирует этот оркестр в Татарстане, никто о них не говорит, никакой рекламы, даже афиш нет, только на, так сказать, стенде ДК имени Минжинского. Вот сейчас я за них рад, что они обрели, наконец, крышу, кров и настоящих хозяев. И в связи с этим хотел бы спросить, а какова перспектива этого прекрасного оркестра, так сказать, в Татарстане? Потому что программы, которые ведет Даниил Крамер, так сказать, ДК, там, значит, в зале Салиха Сайдашева, составляет большую конкуренцию, вот, так сказать, программе Татгосфилармонии. Вот я хотел бы предложить, надо больше рекламировать, больше показывать свой ансамбль. Спасибо большое. Кто? Да, я отвечу, конечно же. Коллектив, как уже было сказано, получил сейчас очень хороший стартовый рывок благодаря данному фестивалю, где публика и сами музыканты почувствовали, наконец, второе дыхание, уже не второе, конечно, уже просто какое-то возрождение. Данный фестиваль, кстати, как я уже говорил, будет ежегодным, он будет носить международный статус по-прежнему. Вот, и очень любопытно, что он стартовал ровно через 30 лет после того, как вот Игорь Григорьевич был учредителем фестиваля «Джазовый перекресток» в молодежном центре. Это очень такое, вот, я считаю, что это преемственность определенная есть, но оркестр, который, спасибо, что вы ходили в ДК Минжинского, я с 2004 года там работал как пианист, я последний принятый лично Дерингом пианист, данный оркестр. Действительно, там царила очень хорошая атмосфера, а афиш выпускалось действительно мало, они заклеивались. У нас не было никакой информационной поддержки, мне никто не даст соврать. К сожалению, это было так. Сейчас очень резко все изменилось. Сейчас государство этим заинтересовалось. Мы сидим сейчас в этой студии и рассуждаем об этом, что очень достаточно само по себе уже является популяризатором данного жанра. У оркестра большое будущее. Сейчас у нас много новых ребят, к нам приехали ребята из других регионов в том числе. Но мы сохраняем, самое главное, те самые традиции, тот самый дух, который был при Викторе Эдуардовиче Деринге, в том числе вот в этих концертах культурного центра МВД. Ну, это продолжение как раз вопроса нашего телезрителя. Все знают, что есть филармония, что есть филармонический джаз-оркестр. А вот как быть с остальными коллективами? Например, с единственной в России джаз-оркестр «Фантазия». Не только в России, фактически, но если по интернету судить, то профессиональных в мире 3 оркестра. Было 2, да, вот наш, который существует уже 37 лет. Женских. Да, женских именно джаз-оркестров. И в Сиэтле оркестр, который тоже давно. Но в прошлом году в Нью-Йорке создали еще один женский оркестр. То есть как-то когда-то были годы, когда женские джаз-оркестры были очень сильно распространены. Это довоенные годы, 40-е, 50-е годы. Но постепенно все сокращалось, вот остались эти только оркестры.
В отношении рекламы, конечно, даже многие казанцы не знают, что есть этот оркестр, потому что они, как правило, попадают на концерты этого оркестра случайно. А где вы выступаете? Вот где вас можно Постоянной послушать? площадки нет, но мы базируемся в культурном центре «Сайдаш». Там проходят наши репетиции, иногда концерты. А выступления наши обычно презентации какие-то. Затем два раза в году в большом концертном зале имени Сайдашева даем концерты, как бы отчетные наши. В том же Минжинского у нас часто проходят, потому что у нас тесные связи с оркестром внутренних войск и с оркестром МВД. Мы иногда тоже два оркестра. Девушки и офицеры. Да. Иногда два оркестра вместе даем концерты. Иногда как бы друг к другу в гости приезжаем. Поэтому там часто. И в этом году вот проходил в Кремле фестиваль «Фанфары Казани». В основном там участвовали военные оркестры, конечно, внутренних войск. Но и в том числе и наш оркестр тоже участвовал там в этом фестивале. А вот не оркестры, а сольные исполнители джазовые, может быть, небольшие коллективы. Вот как часто бывают новые программы, где выступаете? К сожалению, вот мест у нас в Казани по-прежнему мало, потому что есть одно место, но по-настоящему для такого города это мало, потому что у нас нет до сих пор, собственно, джазового клуба, который есть во всех городах, даже гораздо меньших. То есть у нас джазового клуба нет, но мы ищем площадки. Я выступаю вот и в других городах, у меня очень много друзей, и нахожу новых. Вот недавно мы с Лилией Чугуновой выступали в Альметьевске и играли с совершенно фантастическим баянистом Айдар Салахов, которого, кстати, вот, тоже хотим привезти в Казань. Вот, но это только на уровне общения, то есть на уровне друзей, дружбы, то есть те музыканты, с которыми мы сотрудничаем. А на самом деле их очень много. Вот, и не всех получается привезти сюда, в Казань. Опять же, потому что мало площадок. Поэтому ищем новые места. Да, к сожалению, утеряна вот та атмосфера, которая была в советские времена, когда были дворцы культуры, и где самодеятельность развивалась, где можно было не за деньги приходить, играть и так далее. Сейчас все упирается в то, что нет вот этой вот системы, которая бы поддерживала самодеятельных музыкантов. Что-то в вузах остается, но то, что вот было раньше ДК, культура, они, по-моему, все сейчас влачат жалкое А ведь существование. сейчас вот в год культуры очень много новых дворцов культуры построили вот по всей республике. А как там, не удается выступать? Кроме Казани. Кроме Казани. А в районах выезжать это сложно? Я вам скажу, мы в конце прошлого сезона выезжали в районы, то есть мы выступали, делали такие соединенные концерты. Днем перед взрослой публикой дети приходили со школы, например, в районном центре Кайбицы, Тетюши, в таких, не говоря уже о таких городах, как Челны, Лениногорск. То есть мы несем, безусловно, эту культуру в более такую негородскую местность. Тем более, что мы обращаемся к тому же, к чему в 50-е обратился Олег Леонидович Лунстром. Это татарская интеграция татарских мотивов в джазовые ритмы, в джазовые гармонии. Это все вызывает очень большой интерес у национальной публики, поэтому популяризация джаза должна вестись не только в рамках американизированных каких-то, а, безусловно, мы должны иметь и имеем свое настоящее лицо. Мы, кстати, выпустили пластинку, которая состоит наполовину из джазовых обработок татарских композиций. В том числе там есть и Рустем Яхин, музыка, и даже есть советская музыка. То есть это такой сборник, где есть и советский джаз, и американский, и татарский. Возможно, именно вот это привлекло и телезрителя, который сейчас дозвонился нам в эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роза Варевна. Я коренная казанка. С 15 лет я начала работать на улице Бавна, дом печати. И мы после работы каждый день почти часто ходили в кино, театр Родина. Не столько мы шли кино смотреть, там научно-популярно часто было 10 за 10 копеек. И в зале, когда у входа на повышенном месте всегда стоял оркестр, играл оркестр. Вот мы прям так любили этот оркестр, и мы так наслаждались до кино.
Это долго бывало, и бесплатно это все. И научные фильмы смотришь, и за 10 копеек 2 мероприятия в одном. Вот и сейчас бы так было для людей, для молодых, чтобы подешевле было. И чтобы вот такое повторялось сегодня. Я хочу сказать Советскому Союзу спасибо. Спасибо вам. А на современной джазовой арене, на современной джазовой арене Казани и России, я думаю, тоже один из самых популярных фестивалей «Джаз в усадьбе Сандецкого». В этом году он прошел уже 8-й раз. Давайте вернемся в теплую атмосферу его летних вечеров. Triste canción del corazón cansado, tu rostro como la noche guarda en silencio todo el mar. Ven, te puedo abrazar, de que el tiempo el sol brillar y el viento secar tus lágrimas. Tu boca como una flor guarda en silencio su pensamiento, la robo. Ven, te puedo abrazar, de que el tiempo hablar. Ven, mira el sol brillar y el viento secar tus lágrimas. Признанным центром джаза Казань традиционно становится на 2 летних месяца. Звучит импровизационная музыка, а поклонников в Казани у нее много. И вот сейчас мы слушали замечательную мексиканскую певицу Магас Эррера. А хватает ли в Казани исполнителей местных, современных, такого уровня? Нет, конечно. Не хватает, потому что у нас мало мест, где можно этому научиться, кроме вот Института культуры. А потом много музыкантов у нас уже уехало из Казани, и мы кормим другие города. Вот, на самом деле, это тоже большая проблема. Большая проблема. Ну, кстати, если вы обратили внимание, мы узнаем вдруг, что есть хорошие голоса в Татарстане. На проекте «Голос», да. То есть вот те семена, которые были посеяны в 80-е годы, 70-е, они вот сейчас всходят. И мы сами даже иногда не подозреваем, откуда вдруг появляются такие. Джаз поет, ребята. Вот это вот удивительно. Можно мне? Значит, вот сказали, что мы кормим другие города, а, к сожалению, если сказать про девушек, которые в джазе играют, нас кормит Ижевск. Потому что исполнительниц на медных духовых инструментах в Казани практически не воспитывают ни одна музыкальная школа, тем более не музыкальный колледж, который мог бы профессиональных нам музыкантов поставлять. И поэтому мы кормимся, вот наш оркестр, именно приезжими с других городов. И вот у нас остается совсем немного времени. Олег, до рекламы вы обещали рассказать про новые проекты. Да, мы долго готовили. Это концертный фестивальный проект, который будет проходить у нас каждый месяц. Это будет концерт с участием наших российских и мировых звезд джазовой музыки. Так что... Где, как? Как на это можно будет попасть? Где найти информацию? Ну, нужно будет следить за рекламой. Что ж, удачи, пусть новые фестивали найдут свою публику, а старые станут уже популярны, станут еще более любимыми. А мне вспоминается цитата из Сергея Довлатова: «Джаз – это мы, наши лучшие часы». Но, к сожалению, по-настоящему близок джаз только одному человеку из 100. Слушайте джаз и не забывайте, что культура в нас. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо.